Всем привет! Вы смотрите финальный выпуск первых международных интеллектуальных игр 2018. В сегодняшнем выпуске мы узнаем имена сильнейших умов интеллектуальной битвы. Состоялось долгожданное награждение победителей направления IT-Экатон. Было разыграно 3 комплекта медалей. Лучшей командой стали ребята из Казахстана. Вот в этом стрессе в течение 2 дней делать продукт от идеи до конца, уметь доводить, это очень круто. И очень символично, что первые игры международные выиграла казахская команда. Ребят, поздравляю, вы очень крутые. Первое место. Облегчение сильное. Вот, то есть нервничали сильно сейчас вот, наконец-то. Можно сказать, что вообще не готовились, то есть пришли и работали вот усердно 2 дня и на счет этого победили. Сфера разработки программ работает таким образом, что необходим большой опыт. Среди членов жюри при защите проектов присутствовал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолий Семенов. Очень серьезные темы по безработице, по экологии, по гендерному неравенству, по нехватке электричества. Вы знаете, что там миллиард человек голодует ежедневно, миллиарды человек нет доступа к электричеству, и мы очень боялись, что команды школьные, что они не справятся с поставленной задачей, но сегодня, на мое удивление, команды справились с этой задачей. Помимо медалей, призерам вручили ценные призы и денежные сертификаты. Соревнование по играм роботов считается одной из самых зрелищных направлений МИИ. И сегодня стартовал второй, наиболее сложный этап – транспорт груза, который прямо сейчас происходит за моей спиной. Второй этап соревнований игр роботов – грузовой порт, где робот должен разгрузить груз с игрушечного корабля и доставить его в определенный цветной сектор. При этом груз ни в коем случае не должен выпасть за пределы заданного сектора. Сумо считается самым волнующим соревнованием. Здесь все решает только везение. Сперва участники решают, кто с какой стороны стоит. И делают они это по-взрослому. При помощи игры камень, ножницы, бумага. Сначала каждая команда по жребию встречается 2 раза с разными. И потом идет на выбывание. Тоже по жребию с какими-то командами встречается. Кто проиграл, уже вылетает. В каждом определяются свои победители. И в конечном итоге еще по сумме баллов определяется абсолютный победитель. Правило сумо. Чей робот выйдет за пределы игрового поля, считается проигравшим. Я не удержалась и тоже попробовала свои силы. Сегодня была самая сложная победа. По итогам игр роботов выявлены свои победители. Присуждено 2 диплома 2 и 3 степени, а также 2 абсолютных победителя. Моя победа – это Поздравляю с началом завершения наших первых игр, завершением сезона. Наверное, это у вас великий сезон на этом завершится мультимедийной школы.
я вас призываю снова адапться и заниматься, улучшать себя, и мы тогда достигнем очень больших высот. Это ваше начало вашей работы. Это огромная работа наших руководителей, наших юных журналистов. Я очень жалею о том, что я один ребенок, потому что я не закончил школу, потому что я бы хотел сам сильно работать. Как бы грустно не было прощаться, но игры МИИ подошли к концу. Для нас, корреспондентов англо-мультимедийной школы, это был незабываемый и бесценный опыт работы в журналистике. Нам было приятно готовить телевизионные и газетные выпуски, а также освещать работу игр в наших социальных сетях. А с вами мы не прощаемся и увидимся уже в следующих Международных интеллектуальных играх. Пока!